Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. У нас катастрофическая ситуация по двум огромным собакам. Однажды мы их спасли. Спасли из ППЖ и спасли с улицы. Был вызван отлов. Успели, забрали, спасли. Два больших красавца. Я не смогла пройти мимо них. Настолько они хороши, настолько они добры к людям. Одного назвали бельгиец, пока пусть будет так. Другой Жатай. Они большие, под 50 килограмм. А таких, чтобы вывести, их не берут в самолет с пассажиром. И только один вариант для их вывоза. Это по системе карго. Как-то в январе мы уже отправляли собак через карго. И это очень нелегкая, муторная подготовка с оформлением бумаг в разных местах, в разных инстанциях, со взвешиванием заранее. То есть 2-3 дня уходят на подготовку. Находиться они там уже больше не могут. Или вывозить, или отпускать. Куда? Там для них только погибель. Их там ничего не ждет. Самое главное, чтобы отправить карго, это не дешевый перелет. Он обходится каждой собаке примерно 25 тысяч. И вот дилемма. Можем ли мы оперативно собрать, чтобы не выбиться из графика и успеть на намеченный самолет, чтобы не просрочить собранные справки? У них срок этих справок 2-3 дня. Мы должны понять и определиться, спасаем мы этих двух красавцев или нет. Ведь там они погибнут. У них нет альтернативы остаться в живых. Или мы их вывозим, или мы выпускаем их на волю, и они недолго там живут, будут отравлены, будут убиты. Давайте решать, пожалуйста, друзья, очень быстро. Душа за них болит. Ведь однажды мы их спасли. А сейчас, пожалуйста, помогите нам собрать на дорогу, на перелет. Нам очень нужна ваша помощь. Посмотрите на них. Это же неземная красота. Давайте спасем эту красоту. Мы с вами. Я вас очень прошу, я обращаюсь к вам. Умоляю, прошу. Очень прошу. Давайте соберем им на дорогу, чтобы жизнь их была спасена, чтобы они остались в живых.
Друзья, все реже и реже нам попадаются пассажиры, которые готовы брать с собой в Москву на перелет собак. А тем более сейчас. У нас появилась редкая возможность отправить мамку со щенком в Москву. Но у меня здесь некуда его разместить, негде. Кто-нибудь может откликнуться? Взять щеночка, ну, хотя бы дней на 20 к себе. Потом мы могли бы забрать уже на другую основную свою передержку. Кто-нибудь, откликнитесь, пожалуйста, только срочно, оперативно. Нам очень-очень нужна передержка для щенка. Щенку около 2 месяцев. Откликнитесь, люди. Наступила весна, впереди лето. Нам надо собак обрабатывать. Обрабатывать от клещей. Нам надо их постоянно глистогонить. Это обязательно. Мы сделали заказ, нам привезли со скидками. Нам надо оплатить этот заказ всех средств по обработке животных. Нам также нужна ваша помощь. Друзья, помогите, пожалуйста. Клещи не дремлют. Нам надо спасать собак и от клещей. Вчера была прооперирована наконец-то наша трехлапка Вики. Теперь ей эту ножку подкоротили так, чтобы она не опиралась на нее и не ранила ее, потому что всю зиму была проблема. Оперировать нельзя, она касается льда, острых предметов на прогулке, и всегда был свищ, который не мог никак зажить, зарубцеваться. Операция прошла в штатном режиме, пока в стационаре под наблюдением врачей. Каждый день какие-то процедуры, какие-то манипуляции, какие-то действия, то с одними, то с другими собаками. Нам постоянно нужна ваша помощь, потому что у нас процесс спасения их и приведения их в чувство, в себя, для подготовки их к пристройству ведется ежедневно, ежечасно, в праздники, в выходные, в будни, безостановочно. Всегда вас прошу, всегда к вам обращаюсь, потому что без вас это спасение просто бессмысленно. Я обращаюсь к вам. Помогите, пожалуйста, оплатить операцию Вики, обследование Алтая. И спасибо вам огромное за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите наш канал, за то, что вы помогаете, участвуете, сочувствуете, поддерживаете нас добрым словом, пишите добрые комментарии. Спасибо, друзья, вам за все, что вы с нами. Спасибо.